Третья волна послаблений. Буквально вчера заработали крупные вещевые рынки, весь общественный транспорт. 110 автобусов, 112 троллейбусов вышли на работу. Также, что же касается маршрутных такси, то к работе были стянуты около 800-900 машин. Это 50% всего автопарка. Несмотря на все послабления, и пассажиры, и водители должны соблюдать санитарные нормы. Портоса идет, нет? Нет. Ece maska çok bilgen gavu öte. Ha, var maska. Var mı o tağın ağızları? Без маски нельзя покинуть. Да, маска только, да? Людей не так уж и много, сажаем только по количеству сидений. Теперь стоять в салоне нельзя. 2 месяца мы не работали, были дома с детьми. Слава богу, все возвращается на свои круги. Например, у меня есть коллеги, которые арендуют машины, каждый день платят по 1000 сомов. Не знаю, как они будут жить. Для нас ведь невыгодно возить малое количество пассажиров. Ладно, у меня еще своя машина, я рад, что позволили работать. Сейчас многие водители разъехались по своим селам. Думаю, через неделю весь автопарк выйдет на работу. Иногда бывает, что пассажиры зайдут без масок, а поделать водитель уже ничего не может. Многие не слушают. А ведь это для их безопасности, это нужно понимать. У меня есть и перчатки, маски, даже антисептик. В общественных местах я всегда в маске. Говорю и своим детям, родным, чтобы соблюдали режим. Болезнь охватила весь мир. У нас многие не верят, это абсурд. Нужна дисциплина. Попросили, так будь добр выполнить. В этом нет никакой трудности. В режиме ЧП я работал на стоянке. Там ведь людей почти что не было. Соответственно, не контактировал ни с кем. Мы в салоне троллейбуса номер 2. До этого водители говорили, что сейчас пассажиров очень мало, а им нужно выполнять план, то есть возить энное количество пассажиров. Сейчас в салоне мы видим, что лишь 3 человека, все они соблюдают санитарный режим, все они в масках и наша съемочная группа. Вот, а вы всегда в маске ходите или только когда вы заходите в общественный транспорт? Как думаете, это вообще важно? Потому что сейчас многие этого не соблюдают и делают. Дома нет, дома без маски. А так в маске, конечно. Всегда вы ходите в маске, да? Да. Вот если куда-то в магазин, в аптеку в маске, а дома без маски. Как вы думаете, маска помогает? Да кто его знает, я не знаю. Не боитесь коронавируса? Или заразиться? Не боюсь, мне уже 82 года. Вам уже 82? 82 года не боюсь. А вам не скажут, что вам 82? Я уже ничего не боюсь. Но все равно жить еще хочу. А вот призвали бы всех, чтобы они тоже соблюдали такие же меры? Ну, каждый по-своему ведь рассуждает. Ну, вот каждый рассуждает по-своему. Так что, конечно, чтоб уж чем болеть, лучше вот за 10 сомов купил маску, да и носи. То есть от каждого человека это должно зависеть, да? Я думаю, что да. Я в маске не только в общественном транспорте, но и на улице просто. Я не хочу заразиться, тем более заразить других, детей, бабушек, дедушек. Когда сложилась такая непростая ситуация, лучше выполнять все требования. Маска, перчатки. В первую очередь пассажиры должны быть в масках, желательно в перчатках. Мы требуем от жителей. В салоне мы установили санитайзер. Стараемся каждый раз обрабатывать металлические и пластиковые поверхности. В автопарке моют полы хлоркой. Я работаю водителем троллейбуса уже год. Для человека, который работает каждый день, было очень трудно сидеть дома без дела. Чуть не привык к такому режиму. Хочу добавить, что наше богатство – это здоровье. Давайте беречь его.
Отлично, когда все знают, да, сами? А по интернету что показывают? Когда сказали, что на работу, я обрадовался. Вчера людей практически не было. Да и сейчас пассажиров нет. Заходят по 5-6 человек, иногда вообще не заходят. Я боюсь заразиться этим новым вирусом. В первую очередь думаешь о семье, что с ними будет. Дома маленький ребенок, больше боюсь за него. Сидеть без работы тоже нельзя. Нам сказали сажать людей с передней части автобуса, а высаживать сзади. Люди уже привыкают. Представьте себе, ровно 2 месяца предприниматели-бизнесмены не видели своих клиентов, а тут уже второй день наплыв людей. Конечно же, мы находимся в одном из столичных рынков. Продавцов обязали носить маски. Если же они не будут выполнять эти требования, то они будут платить штрафы. Конечно же, граждан тоже просят, чтобы они тоже соблюдали санитарные нормы. С этим у нас строго. У нас у всех перчатки и маски. Каждый раз администрация проверяет. Радует, что многие покупатели тоже соблюдают санитарный режим. Вот вчера я пришла на работу без маски, так меня хотели оштрафовать. Но на первый раз просто предупредили. Все эти меры вынуждены. В каждом проходе имеются санитайзеры. Поставили даже влажные салфетки. Думали, что покупателей будет мало, но нет, сегодня наплыв. Меж тем в правительстве твердят, если будут массовые нарушения санитарно-карантинного режима, то ограничения придется вернуть. Уже около 680 руководителей различных предприятий были оштрафованы на сумму в 900 тысяч сомов за несоблюдение режима. Столичные власти твердят, будут проводиться различные рейды по объектам, которые возобновили свою деятельность. Да, нужно прислушаться, потому что риск заражения коронавирусом все еще высок. Кубат Хуанчпекулу, Владимир Кулбалдеев, НТС. Президент Сооронбай Джейнбеков сегодня в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с работой нового фармацевтического завода в Сокулукском районе. Помимо лекарственных препаратов и биологически активных пищевых добавок, завод производит также и средства, повышающие иммунитет, которые важны в борьбе против коронавирусной инфекции. Предприятие, как отмечается, полностью соответствует национальным лицензионным требованиям и международным стандартам. Имеется современная лаборатория контроля качества с японским, немецким и американским оборудованием. Выпускаемая продукция помимо внутреннего рынка уходит на экспорт в страны СНГ, Европы и США. Отмечается, что завершается строительство нового цеха по производству медицинских масок, салфеток и бахил. Президенту рассказали, что один из производимых на заводе препаратов используется в лечении против коронавирусной инфекции. Сооронбай Джейнбеков, осмотрев предприятие, с удовлетворением отметил, что на примере деятельности этого завода можно с уверенностью сказать, что отечественная фармацевтическая промышленность имеет хороший потенциал. Противовирусный ацетамивир уже қолданылады көбіне қарсы. Дүниеде көп өлкөлөрдө азыр ушуну колдонуп атат. Мунун беркинде названиясы Тамифлю. Азыр бизде аслында 1 жыл болуп калды, чыгарып атабыз. Бул мунун Тамифлю сырттан келген препараты 1,5 миң турат, а бизде 700 сом, 700 сом. Экеси арзан. Биздин дарылар баары арзан. Мэралык стандартка жооп берген курулушу дагы. Призываю местные власти и финансовые институты страны максимально оказывать содействие этому предприятию в реализации планов по расширению производства, охвате внутреннего рынка и географии экспорта продукции. С реализацией указанных планов у предприятия появится возможность для достойного конкурирования на зарубежных рынках лекарственных препаратов и продвижения отечественного фармацевтического бренда. Я выражаю благодарность руководству и трудовому коллективу завода за их преданность своему делу. Именно такой подход к работе принесет большие результаты. Открыт новый грузовой маршрут из Турции в Кыргызстан, и он в обход Казахстана. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя торгово-промышленной палаты Талантбека Маткерим Улу. По его словам, партнером с турецкой стороны выступает одна из крупнейших компаний этой страны в сфере логистики и грузоперевозок.
Они загружают товар в вагоны, далее по железной дороге он доставляется через Грузию в Азербайджан, Каспийское море груз преодолевает на пароме и далее помещается в вагоны и по территории Туркменистана и Узбекистана доставляется в город Ош. Как отмечается, для реализации этого проекта было приложено немало средств и времени. Первые 3 контейнера с грузом шли почти 2 месяца, а следующие 37 контейнеров прибыли почти за 2 недели. На днях ожидается прибытие еще 60. Новый маршрут, по словам Маткерим Улу, наиболее удобен в условиях разразившейся по всему миру пандемии, когда закрыты границы многих стран и введены различные ограничения для недопущения распространения коронавируса. Отметим, ранее наземные грузоперевозки между Кыргызстаном и Турцией осуществлялись через Казахстан. Из Турции в нашу страну в основном поставляются продукты питания, стройматериалы, текстиль и промышленные товары, а также медицинские изделия. Бұл жақта 2200 ящик где-то, 6 тонна, 7 тонна. Кардарларға бұл... Здесь около 2200 ящиков, это 6-7 тонн. Было бы хорошо, если бы продукция дошла до потребителей в течение 3 суток. А перед границей она стоит 18 часов. Пробка 4 километра. Машины не пропускают. Если выехать по встречке, то водители фур выходят. Бывало, вот недавно разбили лобовые стекла, потому что им ведь тоже надо пройти. У них тоже черешня, вишня. В прошлые года было хорошо, не держали подолгу, резко-резко проходили. В этом году мы отправили 2 спринтера. Они здесь по 15 часов постояли, не доехали до Астаны. 2 машины урожая испортились. Тем более холодильники в спринтерах слабые, не хватило мощности. А если холодильник не работает, за 2 часа вся ягода превращается в сок. А если еще и 15 часов будет так стоять, то до России она доедет за 5 дней. Срок выйдет, и придется только выбросить ее. Так. Түшүм жакшы, Кудайга шүгүр. Багасы деле. Урожай, слава Всевышнему, хороший, и цена по сравнению с предыдущими годами хорошая. Мелкая ягода от 40 до 50 сомов, а крупную для России берем по 60-70 сомов за килограмм. За день мы вывозим 2-3 машины, по 10 тонн каждая, то есть до 20 тонн. Сами видите, сегодня много людей. Вот эта фура, вот эта большая машина уже заполняется. Мы берем все на экспорт. А здесь куда мы продавать ее будем? Внутренний рынок сами крестьяне полностью обеспечивают, а здесь фермеры в основном работают на экспорт, в Россию и Казахстан. Вот эти пластмассовые ящики пойдут в Казахстан, а те ящики, деревянные, в Россию, а эти сейчас отправим в Казахстан. Каждый день отправляем, но казахи не предоставляют зеленый коридор. Они по-любому проверяют, берут анализы, только потом пропускают. На это уходит сутки. Например, машина, которая сегодня должна въехать в Россию, въедет только завтра. То есть сутки мы теряем. Каждый лишний час имеет свое значение. Ягода, конечно, не испортится, но качество товара теряется. Это же скоропорт. В Евразийском Союзе ведь по идее должен быть зеленый коридор. Говорили, что для ягоды в особенности сделают зеленый коридор, но для нас пока проблемы. У правительства, я не знаю, не хватает дипломатии или еще каких-то способностей, что ли. Но на границе таможни у нас большие проблемы. Мы терпим убытки. Если в какие-то дни есть прибыль, то в другие одни убытки. Как будет завтра, только Бог знает. 3 дня были банкротами в Алматы. По идее, машину, которую сейчас отправили, завтра должна быть уже на Алматинском базаре. 2 дня машины были в пути, но так и не доехали. А ягода, как только доехала, в тот же день должна быть реализована. Поэтому 2-3 дня она стояла, и мы были банкротами. Ведь мы же перевозчики, на себя берем ответственность.
Фермеры нам ее здесь продают, деньги забирают и все. В основном проблемы с абрикосом, с черешней. Сейчас же их сезон. Им тоже нельзя подолгу стоять в пробке перед таможней. В одной фуре столько денег, очень обидно, когда все портится. В одной фуре от 10 тысяч до 15 тысяч долларов расходы. Если в Самах, то где-то до 1 миллиона. Это на клубнику. А на черешню еще дороже. Те, кто работает с черешней, у них еще тяжелее. В России спрашивают нашу продукцию, потому что наша ягода очень сладкая и вкусная. Соток, 35 соток. 35 соток. Каждый день выходит где-то по 40-50 ведер. В принципе, хорошо, берут нормально. Сейчас продаем по 60-70 сомов. Біздің основной еліміз дыйханчылықпен заниматься еткеннен кейін. Наш народ в основном занимается земледелием, поэтому у правительства прежде всего должно быть решение. Оно должно решить проблему таможни, ведь население обеспечивает себя фермерством, выращиванием различных культур. Если бы не было этих проблем, развивалось бы наше сельское хозяйство, люди не уезжали бы в Россию, не становились бы мигрантами. Искусственно нагнетают обстановку. После перестрелки в субботу в местности Мойнок Баткенского района пограничная служба нашей страны сделала официальное заявление. Согласно нему, судя по действиям военнослужащих Таджикистана, первыми открывшими огонь в направлении пограничников Кыргызстана, искусственная дестабилизация выгодна только таджикской стороне, тактикой которой в последнее время стало перманентное нагнетание обстановки на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Начиная с 23 мая жители таджикского анклава Ворух предпринимали непрерывные попытки выпаса крупнорогатого скота на территории Кыргызстана в районе местности Мойнок. При этом пограничники Таджикистана все это время просто наблюдали за незаконным выпасом скота на территории Кыргызстана и не предпринимали никаких действий в отношении нарушителей. В итоге на законные требования кыргызской страны военнослужащие Таджикистана открыли огонь в направлении пограничников Кыргызстана. Таджикская сторона вскоре сообщила о ранении в ногу одного военнослужащего и заявила, что конфликт был спровоцирован кыргызскими пастухами, которые якобы зашли на территорию Таджикистана. Это заявление в погранслужбе Кыргызстана вызвало недоумение, в ведомстве ответили: таджикская сторона должна понимать, что подобные импульсивные высказывания провоцируют различные деструктивные силы к обострению конфликтов на границе. Вчера 30, сегодня 35. Последние дни количество заболевающих коронавирусом держится примерно на одном уровне. При этом число выздоравливающих никак с ним не выровняется. Сегодня выписались только 23 человека. Практически все переболевшие и получившие выписку жители столицы. Это 20 человек. В общей сложности те, кто переболел и благополучно справился с COVID-19, 1015 по республике. А вот общее подтвержденное количество случаев заболевания достигло отметки в 1468. За последние сутки диагноз подтвердился и у граждан, контактировавших внутри страны с заболевшими ранее, и среди тех, кто прибыл за границы наших граждан. 1788 лабораторных тестов. В результате мы выявили еще 35 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19. Это в Бишкеке 12 случаев, в Волжской области 4 случая, в Чуйской области 4, в Нарынской области 8 случаев. Среди прибывших из Солилецка наших сограждан выявлено еще 3 случая заражения. Также 4 случая
заражение выявлено среди прибывших из Российской Федерации наших курсантов. Таким образом, общее количество зараженных из группы мигрантов, прибывших из Соль-Илецка Российской Федерации, уже 111. И еще 40 из числа других наших соотечественников, также прибывших другими рейсами и маршрутами из других городов России. Не зря, отмечают в Минздраве, было принято решение оставить этих граждан в обсервации на более долгий срок для медицинского наблюдения. Вот уже больше недели, как граждан из Соль-Илецка перевели под домашний карантин, а среди них все еще выявляются инфицированные. Настолько контагиозная и все еще непредсказуемая инфекция COVID-19. На сегодня в стационарах у нас 437 пациентов, в тяжелом состоянии 8, в реанимации 4 пациента, средняя тяжесть 77, в удовлетворительном состоянии 352, выписано, я уже сказал, 1015, умерло 16. О 2 новых смертях стало известно накануне, и в числе усопших бывший спикер парламента Мукар Чолпонбаев. По данным Минздрава, он получал лечение в Республиканской инфекционной клинической больнице, был подключен к аппарату ИВЛ. Известному политическому и общественному деятелю было 70 лет. С 15 мая он был госпитализирован, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Второй скончавшийся тоже мужчина, ему было 67 лет. Он умер в объединенной территориальной больнице Джаильского района. Тем временем в страну продолжают возвращаться наши граждане из других стран. Так, по данным республиканского штаба, последний, кто добрался наконец до дома спецрейсом, это кыргызстанцы, находившиеся в Индии. 22 человека доставлены чартером по маршруту Дели-Бишкек-Дели и взяты на обсервацию. Ранее, напомним, некоторые активисты предлагали иной вариант доставки наших граждан на родину. Не самолетами, а поездами. Мол, это и дешевле, и более вместительный транспорт. Однако медики такой вариант не рассматривают. И вот почему. При перевозке такого большого количества людей на поездах, в вагонах, в ограниченных пространствах, это создает риски для заражения коронавирусной инфекцией по пути следования. Поэтому мы пока воздерживаемся от принятия решения в отношении вот таких вопросов. Очень строгие правила применяются относительно другой группы риска – водителей-дальнобойщиков. Замминистра здравоохранения Нурбулат Усинбаев подтвердил, что всех подъезжающих к границе держат до выяснения результатов ПЦР. В данное время десятки фур стоят на КПП «Актилек». Машины везут товары из Казахстана и транзитом через него. Все автоматически попадают под запрет на дальнейшее передвижение до выхода результатов исследований на коронавирус, вне зависимости от того, какой товар едет в фурах. То есть, по сути, водители также попадают под обсервацию. Всего же на сегодня в спецпомещении более 2000 человек и более 6000 на домашнем карантине. 6875 человек находятся в условиях домашнего карантина. Вот. И на обсервации по Кыргызстану находится 2333 человека. Количество несколько увеличивается, потому что задействованы обсерваторы, и все прибывшие наши сограждане помещаются в обсерватор, проводится лабораторное тестирование, вот, и за ними устанавливается медицинское наблюдение, анкеты, опросники, устанавливаются на сотовые телефоны, мобильные приложения, и по алгоритму мы переводим их на домашний карантин. Отдельное предупреждение замминистра Усинбаев сделал и работе общественного транспорта, который, напомню, возобновил свою работу с 25 мая. Особых нареканий по тому, как функционируют сегодня автобусы и троллейбусы, у Минздрава пока нет, отметил он. На сегодня общественный транспорт уже работает, и, как вы заметили, он используется на сегодня правильно, потому что переполненных маршрутов сейчас не замечено. Люди, пассажиры находятся в масках на сидячих местах, и я думаю, вот такое правильное отношение к пользованию общественным транспортом, оно предупредит распространение коронавирусной инфекции. А вот относительно дисциплины в торговых центрах и на рынках гражданам стоит призадуматься. С учетом того, что магазины – это закрытые помещения, а рынки – это, как правило, тесные загроможденные ряды, где не избежать скученности людей, масочный режим обязателен, как и ношение перчаток. Риск заражения в них как нигде высок. В парках и скверах, которые также открылись со вчерашнего дня, мэрия обещает проводить рейды на предмет соблюдения посетителями-горожанами санитарно-гигиенических правил. Будут нарушителей штрафовать или же выгонять, пока в муниципалитет не сообщают.
От жителей Аша также требуют придерживаться строгих правил карантинного режима. О ситуации в южной столице сегодня рассказал вице-мэр Аша Сейбджан Турдуев. Он сообщил, что в городе до сих пор закрыт перинатальный центр, где 13 мая выявили коронавирус у одного из работников. У более 800 человек пришлось взять анализы на ПЦР, и у 14 оказались положительные результаты. Турдуев напомнил, что за период вспышки коронавируса всего в Аше зафиксировано 135 случаев COVID-19. 111 человек уже выздоровели. 22 на сегодня получают лечение, более 500 на обсервации, более 700 на домашнем карантине. С начала недели в Аше также заработал общественный транспорт. Следить за ситуацией внутри салона, как отмечает чиновник, должен не только водитель, но и сами горожане. Масочный режим и дистанцирование пассажиров друг от друга. Предполагается, что в идеале граждане должны рассаживаться в салоне транспорта в шахматном порядке. Такие же меры, собственно, безопасности в муниципалитете просят граждан соблюдать и в ЦОНах. С 25 мая в Аше подключились к работе также очередные виды экономической деятельности. Проверять соблюдение санитарных норм объектами определены специальные мобильные группы. Это касается и торговых объектов, и сферы услуг, и предприятий. Особую ответственность за выполнение санэпидтребований несет руководство, подчеркнули в мэрии Аша. Между тем, не все бизнес-объекты прислушиваются к решениям правительства. Так, накануне обнаружилось, что вопреки запрету на деятельность развлекательных заведений, свои двери для посетителей распахнул один из городских ночных клубов. Риск для заражения предприниматели создали, но их даже не оштрафовали. С 25 мая определенные учреждения, предприятия, общественный транспорт начал работать. Официальное разрешение ими было получено на основании решения республиканского штаба. Но среди этих объектов ночные клубы не значатся. Им разрешение на работу не давалось. Вчера нам передали информацию, что городской ночной клуб «Харли» открылся. Мы отреагировали, сообщили представителям внутренних дел. Те провели работу с нарушителями, закрыли заведение, выдали предписание с предупреждением. Штраф не налагали. В случае, если клубы продолжат свою работу, то они будут нести ответственность в рамках действующего законодательства. Из Москвы в Бишкек прилетел очередной спецрейс с кыргызстанцами на борту. Всего, по сообщению посольства нашей страны, из российской столицы были отправлены сегодня 450 человек. Из них 398 взрослых и 52 ребенка. Список пассажиров, как отмечается, был утвержден специальной рабочей группой. 319 беременных женщин со сроком беременности от 5 до 8 месяцев, а также женщины с детьми младше 2 лет. Сообщается, что для достоверности беременности женщин члены группы обзванивали клиники, где они наблюдались и брали заключение УЗИ. 33 беременным кыргызстанкам было отказано в вылете в связи с большими сроками беременности и имеющимися противопоказаниями и патологиями. 2 из них, как отмечается в сообщении посольства, родили накануне вылета. Также отмечается, что на рейс были допущены 26 граждан, которые приобрели авиабилеты в бизнес-классе в 6 раз дороже, чем билеты эконом-класса. В основном это больные, а также женщины, вылетевшие на похороны близких. Также по просьбе российской страны в бизнес-класс чартерного рейса были включены 5 граждан России. Всего на очереди желающих вернуться на родину, как отмечается, более 1500 человек. Это тяжело больные, беременные женщины, родители с детьми и пожилые граждане. Их, как обещают дипломаты, доставят в следующем месяце. В июне планируются еженедельные чартерные рейсы из России. Посольство также обращается к гражданам, не входящим в эту категорию, но желающим выехать в Кыргызстан, с призывом набраться терпения и дождаться возобновления авиасообщения и открытия казахстанской государственной границы. Финпол сообщает о выявлении фирм, в которых бывший премьер-министр, а ныне депутат Кубанычбек Джумалиев имеет долю в уставном капитале, является учредителем и руководителем. Также установлено многочисленное имущество его близких. Сколько выявили фирм и компаний, какое именно имущество было найдено, Финпол пока не сообщает. Ранее, напомним, в СМИ были опубликованы данные о том, что Кубанычбек Джумалиев и его жена, народная артистка и певица Роза Аманова, не указали в декларациях частично или полностью принадлежащие им около 50 компаний и фирм. Нардеп тогда заявил, что большинство из них закрыты, а остальные переданы в доверительное управление. Позже фактчекеры выявили еще 14 фирм, зарегистрированных на певицу. Они также не были указаны в декларациях депутата. При этом он 3 года подряд в отчетах о доходах и расходах указывал лишь дом, квартиру и машину. Также отметим, около месяца назад блогер Саимых Джапыкеев заявил в соцсетях, что бывший премьер-министр Джумалиев незаконно разбогател и имеет миллиардное состояние.
Блогер в своем видеообращении призвал граждан собраться и пойти домой к Джумалиеву и вынудить его передать незаконно добытое имущество государству. Депутат тогда написал заявление и подал в суд на Джапыкеева с требованием взыскать с него 10 миллионов сомов. Сегодня в МВД сообщили о результатах лингвистической экспертизы. Согласно заключению, в словах Джапыкеева имеются признаки преступления. Напомним, ГСБ при этом ведет досудебное производство в отношении самого Джумалиева по статье «Незаконное обогащение» и «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности». В Польше задержана сестра Садыра Джапарова Райкуль Джапарова. Об этом сообщили в МВД. По информации ведомства, она была задержана польскими силовиками по линии Интерпола еще 22 мая. И сейчас решается вопрос ее экстрадиции. В ведомстве напоминают, что Райкуль Джапарова заочно признана судом виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса. За участие в преступлении, в легализации преступных доходов, мошенничество и злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и иных организаций. Заочно осуждена на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отметим, сестра политика в начале 2000-х была председателем правления банка Исыкуль. Бывший владелец банка Болот Байкоджоев заявлял, что Садыр Джапаров вместе с Евгением Гуревичем захватили его банк, через который, по его словам, отмывали деньги. После апрельской революции 2010 года было заведено уголовное дело. Обвинения по нему, кроме Райкуль Джапаровой, тогда были предъявлены также бывшему главе Нацбанка Марату Алапаеву, его заму Кубанычбеку Боконтаеву. В 2014 году перед вынесением судебного решения сестра Джапарова исчезла. Она была объявлена в межгосударственный розыск, в том числе и по линии Интерпола. Сам Садыр Джапаров, отметим, отбывает срок в тюрьме за захват заложника. Летом 2017 года он был осужден на 11,5 лет лишения свободы. Его сторонники и адвокаты этот вердикт называют несправедливым и требуют пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Выпускники школ, претендующие на аттестаты с отличием, должны пройти независимое тестирование «Алтын-Тамга». И оно будет проводиться в реальном режиме времени. Об этом сегодня сообщила заместитель министра образования Надира Джусупбекова. При проведении тестирования, по ее словам, помещение, где оно будет проходить, заранее продезинфицируют, выпускников рассадят с требованием дистанции и раздадут планшеты. Результаты объявят сразу же. Общереспубликанское тестирование Минобраз планирует провести также в реальном режиме. Ведомство обещает соблюдение всех санитарных норм. А вот что касается поступления в вузы, то они, по словам Джусупбековой, будут проходить дистанционно. Абитуриент, находясь дома, может подать талоны в любой вуз, в котором он хочет обучаться. Прокомментировала заместитель министра в ходе брифинга и ситуацию вокруг детских садов. Их деятельность остается пока под запретом, в том числе и с 1 июня. В Ассоциации детских дошкольных учреждений считают, что такой запрет абсолютно нелогичен, при том, что уже открылись торговые центры, рынки, запустили транспорт. Воспитатели и директора частных детских садов отмечают, что более 2 месяцев они выполняли требования, многие на грани выживания. Требуют немедленно разрешить им открыть детские сады. В Кабмине по-прежнему считают, что спешить с этим пока не стоит. Мы провели сейчас мониторинг и понимаем, что более 9 тысяч родителей были бы не против отдать в детские сады своих детей. Но мы в первую очередь руководствуемся безопасностью, и на первом месте для нас это здоровье и жизнь наших детей. Поэтому при благоприятной ситуации, если ситуация улучшится и соответствующие структуры нам разрешат работу этих детских садов, то мы готовы провести все необходимые мероприятия и поэтапно начать открывать детские сады. Мэрия Бишкека просит правоохранительные органы найти и наказать тех, кто испортил объекты в парке имени Чолпонбая Телебердиева. Как отмечается, заявление подано в РОВД и ГКНБ. Ранее пользователи пожаловались в соцсетях, что пластиковые буквы на памятнике Герою Советского Союза Чолпонбаю Телебердиеву начали отваливаться, потому что просто были приклеены на двусторонний скотч. В муниципалитете отмечают, что их специально выдрали вандалы. При этом признают, что по проекту буквы должны были быть барельефными из каменной плиты. А пока их выбивали, временно были приклеены пластмассовые.
Напомним, парк имени Тюлебердиева с участием президента был открыт незадолго до 9 мая. Вскоре жители в соцсетях написали, что новый асфальт в парке начал трескаться, позже кто-то украл урны и сиденья детских качелей, а специализированные баки для пластиковых отходов превратились в обычные. В мэрии говорят, по периметру парка уже установлены камеры и обращаются к посетителям парка с просьбой не портить имущество. Меж тем, столичный муниципалитет объявил о том, что люди теперь могут гулять в парках. Правда, делать это они могут лишь при соблюдении дистанции. В мэрии говорят, при каждом акимиате продолжают работать специальные группы из муниципальных работников, санитаров и милиционеров. Они будут патрулировать парки и рекомендовать гражданам соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Детские площадки в парках пока останутся закрытыми в связи с тем, чтобы, как объяснили в мэрии, в них не было скопления людей. И взрослых, и детей. Что касается правил ношения масок, их для недопущения распространения вируса по-прежнему строго рекомендуется носить в закрытых помещениях, а в открытом пространстве носить их не обязательно.